На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник Лайт». Изношенное оборудование, снижение мощности, неуплата, хищение электричества. О состоянии объектов энергетики страны специальный репортаж программы. Лабораторный газовый хроматограф установили в республиканском наркологическом диспансере. В Абхазии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник Лайт». В столичной поликлинике номер 3 уже привито 40 человек. Как проходит процедура вакцинации в медучреждении, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Сарии Кварцхели. Предварительный осмотр врача-терапевта, письменное согласие на прививку, затем укол в предплечье. В Абхазии стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник Лайт». «Лайт» значит «облегченная». В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник Ви», разработанная в центре имени Гамалей, легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть для выработки иммунитета к короне достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию. Не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт. Геннадий Репетило уже в кабинете и ждет вакцинацию. Если бы делали все вакцинацию, у нас бы не болели. Вы представляете, сколько врачей сейчас дежурят и до того, чтобы спасти наш народ. В третьей столичной поликлинике уже привилось 40 человек. После прививки, так как она однокомпонентная, каждому сразу вручают сертификат, подтверждающий факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Решили провакцинироваться, потому что такая страшная болезнь. Рано или поздно все равно пришлось бы пройти, тем более я работаю с людьми. Решила сделать прививку. Все нормально, чувствую себя хорошо. Все отлично. Нет. Привилась. Надеюсь, все будет хорошо. Правда, страшновато. Прививка новая, неизвестно что. Поживем, увидим. В феврале я переболел ковидом, лечился в Айтаре, в госпитале военном. Выписали меня в вполне нормальном состоянии. А сейчас, когда появилась возможность сделать вакцину, я, безусловно, первым записался на вакцину. Тем более я врач, я сам понимаю все это дела. Здесь начинают прививать с 10:00. Запись предварительная за день. Далее, на второй день в порядке живой очереди производится вакцинация. Вакцинацию мы делаем всем обращающимся. Поэтому мы не по району. Все, кто у нас записываются, где бы они ни жили, мы не отказываем. Я имею в виду граждане Абхазии. Каждое утро мы привозим новую партию из министерства, со склада, с того места, где эта вакцина правильно хранилась. Мы ее перекладываем в этот контейнер и в контейнере доставляем сюда, в поликлинику, в кабинет вакцинации. И только перед тем, как пациент уже осмотрен и должен получить вакцину, только тогда она достается и на глазах у пациента делается. Она никак не может быть испорчена. В ней ничто не вводится, нет никакого заразного компонента, и поэтому иногда и спрашивают, там, мы заразны или нет. Конечно, нет. Эта вакцина не содержит вируса, который бы мог заражать самого пациента или других. Когда стартовала вакцинация спутником Ви, в большинстве прививались представители старшего поколения. А сейчас количество молодых растет с каждым днем, утверждают врачи. Сейчас, когда пришел, наверное, другой штамм, и мы видим, немножко изменилось заболевание, течение его, мы видим, что в больницу попадают не только пожилые, но и молодые. И, естественно, эту информацию имеет население. Приходит понимание и к молодым, и это важно. Они стали понимать, что вакцина нужна, вакцина защищает, и поэтому они идут. А если человек хочет вакцинироваться, но по тем или иным причинам не может добраться до медучреждения, медперсонал столичной поликлиники номер 3 выезжает на дом и делает прививку на месте. Такие случаи были, да. В частности, вчера мы отправили машину на дом для того, чтобы сделать прививку. Такая возможность у нас была. Мы привезли на этого человека вакцину в поликлинику. Было заявлено, что пациентка не встает,
но есть большое желание привиться. Надо отметить, что как спутник Ви, так и Лайт имеет противопоказания для определенной категории людей. Противопоказаний не так много, но, безусловно, они есть, и поэтому ведется прием врача перед прививкой, ведется сбор анамнеза и измеряются параметры, это температура, давление и пульс. Противопоказанием является любое острое состояние. Это острое заболевание, это инфекция, это любое заболевание с температурой, болью, это онкологическое заболевание. Если оно не в стадии ремиссии, а в стадии, так сказать, обострения, когда еще только подбирается и проводится активное лечение. Конечно, аллергические заболевания. У некоторых пациентов могут не выработаться антитела после введения вакцины «Спутник Лайт», но при этом формируются клетки памяти и клеточный иммунитет. Вакцинированный пациент, независимо от наличия или отсутствия антител, больше защищен от заражения вирусом, а самое главное – от тяжелого течения болезни. Вакцина хорошая, «Спутник Лайт», и она, в общем-то, может быть рекомендована и, может быть, чуть-чуть быстрее вырабатывается иммунитет, потому что это как один компонент «Спутник Ви». То есть вырабатывается иммунитет, и уже есть защита от заболевания, что нам, собственно говоря, сейчас и надо. Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Лайт» в ближайшее время начнется по всей Абхазии. Сария Кварасхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба совершил рабочую поездку в Тхорчалскую районную больницу. В районе также началась кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник Лайт». По словам главврача ЦРБ Лали Гаргуля, прививку уже сделали 8 человек. В 2 кабинетах мы проводим вакцинацию. 2 терапевта обслуживаем, пациенты, граждане сдают общеклинические биохимические анализы, ЭКГ делаем ситуационно. Июль месяц был для нас очень сложным. 178 ковид-положительных пациентов у нас было. Стационировано было более 85 человек, это стационар, и дневной стационар остальные. Выезды были в Акармару, зоны очень отдаленные. Низкий поклон и спасибо моему среднему медперсоналу, младшему медперсоналу, что они, не жалея свое здоровье, выезжают по домам, делают внутривенные, внутримышечные манипуляции. Доктору Берлава, который стоит рядом и работает вместе со мной, большое им за это спасибо. По словам главврача, Тхорчалская ЦРБ не испытывает проблем с обеспечением медикаментами, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами. Ранее руководство больницы попросило у Министерства здравоохранения дополнительный кислородный концентратор. Министр здравоохранения Эдуард Будба выполнил просьбу и передал больнице концентратор, а также средства индивидуальной защиты. В скором времени Минздрав передаст больнице электрогенератор. Эдуард Будба зашел и в красную зону, поинтересовался состоянием здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня у нас очередная рабочая поездка в лечебное учреждение Абхазии. Находимся на территории Тхорчалской ЦРБ. Пообщались с руководством больницы, пообщались с персоналом. Переговорили о всех рабочих моментах, о тех сложностях, которые сегодня сопровождают это лечебное учреждение. Также сегодня открыта вакцинация населения Тхорчалского района российским препаратом для вакцинации «Спутник Лайт». Значит, списки сформированы, переговорили с руководством лечебного учреждения. Эти списки сформированы, есть определенная запись, которой будут придерживаться наши коллеги. Как отметил врач, по этим спискам будут приглашаться наши граждане для последующей вакцинации российским препаратом «Спутник Лайт». Еще раз хочу обратиться к нашему населению в очередной раз с призывом соблюдать все рекомендации врачей. Это спасает наши жизни. Помощь наших российских коллег будет своевременной. Это будет большая помощь населению Абхазии в том, что российский военный госпиталь, российские коллеги приедут на помощь, как они уже это делали в прошлом году, на помощь нашим гражданам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Руководство страны и Минздрав делает все возможное для того, чтобы поддержать наше население в плане обеспечения медикаментами, в плане лечебного процесса. По поручению президента, премьер-министру
губернатору и руководителю администрации президента подготовлена площадка для будущего размещения российского военного госпиталя на территории Республики Абхазия. По тем срокам, которые были утверждены президентом, площадка по размещению российских военных медиков оборудована. Ждем выдвижения российских медиков на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Республику Абхазия. Директор Сухумского пансионата Айтар Тимур Адлиба прокомментировал в интервью абхазскому телевидению слова заместителя председателя общественной организации АРУА Тимура Надарая о том, что пансионат не может разместить российский военный многопрофильный госпиталь, который должен прибыть в республику для помощи абхазским медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Тимура Адлиба, все необходимые мероприятия для размещения мобильного госпиталя на территории пансионата проведены. Сегодня мы готовы принять все необходимые, все условия созданы. Под госпиталь у нас выделяется третий корпус. Единственное отличие в этот раз: у нас в основных корпусах жили и врачи тоже. Но так как у нас сейчас отдыхающие там живут, два основных корпуса у нас полные, поэтому ту часть, где будет госпиталь, мы ее ограждаем полностью, мы уже это сделали. И туда не будет доступа ни для кого, ни для отдыхающих, ни для персонала нашего, то есть только вот скорая помощь и сами врачи. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусу Экзекова. Встреча прошла без прессы, но после нее в беседе с журналистами Муса Экзеков отметил, что с главой республики они обсудили ряд вопросов, среди которых были системное развитие Абхазии и взаимодействие ВАК с государством. Говорили о том, какие шаги в последующем нужно продолжать делать для того, чтобы создать все необходимые условия, чтобы Абхазия развивалась системно, последовательно, динамично. Конечно же, говорили по сути, каким образом, какую программу нужно формировать, с тем, чтобы мы дошли до каждой абхазской семьи, чтобы мы могли бы создать условия, чтобы каждый человек в Абхазии мог бы активно участвовать в процессах гармонизации общества, в процессах социально-экономического развития государства. Создание рабочих мест в населенных пунктах. Говорили о том, приводили примеры того же Тамыша, как жители окрестных сел получили рабочие места, заработные платы сегодня в основном более 30 тысяч в новом инвестиционном проекте. И это как яркий пример, тоже, как и в дальнейшем, тоже нужно создавать все необходимые условия для того, чтобы защищать инвестиции, какие законы нужны, как усиливать законы, с тем, чтобы инвестор смело шел в Абхазию. И мы также обсуждали подробно вопросы о том, чтобы инвестиции конкретно ложились на подготовленную инфраструктуру, чтобы развитие кластеров, они тоже гармонично сочетались друг с другом, имеется в виду создание, строительство гостиниц и развитие сельского хозяйства, например. Говорили очень много о том, какие проекты тоже нужно продолжать активно реализовывать для того, чтобы создать хорошую платформу для развития языка абхазского, для развития культурных проектов, для усиления, скажем так, Апсвара. Создадим сообщество серьезных бизнесменов абхазских, и мы вместе будем изучать, вместе подробно писать и развивать социально-экономическую программу и активно в нем участвовать. Аслан Георгиевич внимательно смотрит к любым инициативам, которые общественное движение в Абхазии делает. А что касается конкретно работы Конгресса, он оценивает высоко, и он всячески, сейчас кстати говоря, договорились о том, чтобы
мы еще плотнее взаимодействовали с администрацией президента. Дискуссионный клуб активно функционирует. Мы продолжаем там культурные проекты. И там, где вот ситуация с пандемией позволяет, мы будем активно продолжать собирать молодежь, детишек, знакомить их там, и с другими регионами, с одного региона возим в другие регионы, показываем, знакомимся, активно вовлекаем вот в процесс там, изучения истории, там, развития языка. 15 августа в Абхазии отмечается День добровольца. Обычно в этот день организовывались торжественные мероприятия с участием добровольцев из России и наших зарубежных диаспор. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией все массовые торжественные мероприятия отменены. Об этом, в частности, говорится в письме вице-президента Республики Абхазия Бадры Гунба, председателю Северо-Осетинской региональной общественной организации Союз ветеранов-добровольцев Отечественной войны народа Абхазии ИР Сергею Дудьеву. В социальных сетях недавно было опубликовано письмо вице-президента Бадры Зурабовича Гунба одному из председателей ветеранских организаций, в котором было написано, что в связи с пандемией коронавируса ранее уже ставшие традиционными мероприятия массовые, они не будут проводиться. К сожалению, некоторые пользователи не так поняли посыл вице-президента. Абхазия всегда ждала и принимала добровольцев. Сегодняшний день, сегодняшний год не исключение. 15 августа – государственный праздник, День добровольца. Республика Абхазия не отказывается от своих обязательств. Мы их всегда чествуем, мы их всегда рады видеть, рады принимать. То же самое в этом году, просто пандемия, она вносит свои коррективы. Все, кто планирует приехать, всех государство примет и распределит по гостиницам. Те, которые пришли в самое тяжелое наше время, мы рады всех приветствовать в Абхазии. 1 июля текущего года вступил в силу закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. По закону все декларации должны были быть сданы до 1 августа, но база данных все еще пополняется. О ходе исполнения закона, о проблемах, связанных с ним, в своем интервью абхазскому телевидению рассказал представитель инициативной группы по принятию антикоррупционного закона Астамур Какалия. Полностью интервью смотрите в нашей программе сегодня, а сейчас небольшой отрывок. На сегодняшний день есть ли какие-то все-таки опасения, может быть, ваши? Есть ли какие-то вещи, о которых сегодня нужно сказать для того, чтобы сегодня исполнялось все? Первое, мы должны получить ответ. Кто проигнорировал закон и не сдал декларации до 1 августа? Не надо никого выгораживать. Люди, которые не хотят отчитываться перед народом Абхазии по закону, закон вменяет им в обязанность отчитаться. Люди, которые возомнили себя помещиками, которые воспринимают госслужбу как семейный кооператив и не хотят отчитываться, согласно этому закону должны быть уволены. Да, это надо озвучить. Это первое. Второе. Вы обязаны предоставить как государство, как власть детали декларации на изучение, на проверку и Министерству по налогам и сборам, инспекторам, и прокуратуре, и СГБ, и МВД. Астамур, есть ли у вас какие-то планы на дальнейшую вашу работу? Будете ли вы вносить, может быть, какие-то изменения, просить, чтобы внесли какие-то изменения? Или все-таки на этом ваша работа будет завершена? Мы будем, прежде всего, бороться против тех изъятий из закона. Многие повторяют, закон сырой, и, повторяя это, вытаскивают из него активные элементы. Понимаете? Мы против этого будем бороться. Возвращение в круг декларантов совершеннолетних детей. Если человек не может предоставить декларацию сына,
то этот человек не должен распределять инвестпрограмму или там строительство, сами понимаете. То есть все очень просто. Почти 110 миллионов рублей составили в июле налоговые поступления в бюджет Абхазии по Гагрскому району, сообщается на сайте администрации Гагры. При плане 88 миллионов 622 тысячи рублей фактические поступления составили 109 миллионов 933 тысячи. Выполнение плана 124%. Фактические поступления в бюджет за июль 2021 года превышают фактические поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 28 миллионов 917 тысяч рублей. Данные 2021 года сравниваются с 2019 годом в связи с тем, что из-за карантинных мер и закрытой до 1 августа границы в 2020 году фактически был сорван полноценный летний курортный сезон. Проблемы в энергоотрасли страны по-прежнему актуальны. Наша съемочная группа решила объездить наиболее крупные объекты энергосистемы страны, чтобы самим увидеть, понять и рассказать, насколько серьезны проблемы. А начали цикл репортажей со станции, которая снабжает электричеством практически всю страну. Речь идет о Ткварчалской ГРЭС. Репортаж Гугуцы Варданя. Ткварчалская ГРЭС была построена в 1938 году. Раньше здесь работала мощнейшая система электроснабжения. Однако с годами все изменилось. И изменения эти, конечно, произошли не в лучшую сторону. До Отечественной войны народа Абхазии здесь слаженно действовала единая система электроснабжения. Работали 2 мощных генератора по 100 мегаватт. А электричество исправно поступало в дома жителей как Восточной, так и Западной Абхазии. И сегодня отсюда электричеством обеспечивается практически вся республика. Справа от меня транзитные линии Ачквара-220. Они идут с перепадной ГЭС до Ткварчал-ГРЭС. Отсюда светом питается западная часть Абхазии. А эта часть гидроэлектростанции обеспечивает электричеством восточные районы страны. Однако, несмотря на это, мощности здесь намного меньше, чем было раньше. А поломки случаются чаще. Старший мастер Ткварчалской ГРЭС Геннадий Адлиба работает на станции с 1977 года и знает здесь каждую деталь. По его словам, ГРЭС нужен капитальный ремонт. Весь Советский Союз здесь работала. Тогда стройка шла годами. А сейчас его построят, какие деньги нужны. Как говорят энергетики, до 2014 года на Ткварчалской ГРЭС проводились ремонтные работы. Но потом ее восстановление остановилось, и положение здесь с каждым днем становилось все хуже. Устаревшие линии не выдерживают нагрузок и погодных условий. Несколько дней назад здесь шел проливной дождь. Без последствий, конечно, не обошлось. Затопило несколько подстанций, попадали линии, около 3 фидеров были повреждены. То, что могли, мы запитали в ту же ночь. На утро, уже в 5 утра ребята были в полной готовности. И в 7 утра мы восстановили электроснабжение города. Помимо устаревших линий, здесь еще одна проблема – низкая собираемость платежей за свет. Собираемость в нашем городе составляет где-то всего лишь 20%. Так как население не платит за потребляемую электроэнергию, и долги растут, в общем итоге можно сказать, что сборы очень плохие. Приборы учета не стоят, можно сказать, 2-3%, если у кого есть. Снимаем показания счетчиков, и по счетчикам люди платят. Хотелось бы, конечно, чтобы приборы учета стояли бы у всех, так как мы бы фиксировали потребляемость того иного абонента, чтобы знать, сколько он потребил, и предоставить ему счет как плате. Свет на сегодняшний день может быть не той мощности, которая хотелось бы населению, но это проблемы опять связаны с комплектующими установками. Но если мы сегодня не придадим значения к этому, то в дальнейшем, может быть, и станет еще хуже. Из-за низкой собираемости платежей, оборудования и приборов на складе у ткварчатских энергетиков практически нет. Кроме того, в районе наблюдаются в большом количестве незаконные трехфазные подключения.
Трехфазное подключение на сегодняшний день фактически у 70-80% населения по городу и по району. Это все незаконное, так как, чтобы подключить трехфазное питание в дом, в квартиру или в какое-нибудь учреждение, соответствующие надо собрать документы, на это есть соответствующие органы, которые должны допустить это подключение. Борьба с незаконными потребителями в районе ведется. В то же время энергетики информируют население о том, какие документы нужно собрать для законного подключения к трансформаторам. На тех, кто не обращается к ним и не реагирует на настоятельные просьбы и предупреждения, составляются акты. В данный момент в Корчалском районе проводится инвентаризация сети, которую не проводили долгие годы. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган проинспектировала реализацию российской инвестпрограммы в Гудаутском районе. Министр посетила непосредственно сам город и 3 села района Абгархук, Мбудзюрха и Звандребш. Работы ведутся по укладке системы водоснабжения и канализации, а также строительство дорог. По словам Кристины Озган, все работы, которые проводятся по инвестпрограмме, должны быть завершены в срок, несмотря на то, что произошло существенное подорожание строительного материала. После тяжелой болезни ушел из жизни Данил Теймурович Убирья, общественно-политический деятель Абхазии, кавалер ордена Ахзябша 3-й степени, член Общественной палаты Республики 5 созывов. Данил Убирья стоял у истоков формирования Общественной палаты и внес заметный вклад в развитие гражданского общества Абхазии. На протяжении 3 созывов Данил Убирья являлся заместителем секретаря Общественной палаты, а с 2020 года возглавлял аппарат Общественной палаты Республики. Светлая память о Даниле Убирья навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. В республиканском наркологическом диспансере установлено новое оборудование – лабораторный газовый хроматограф. Аппарат способен выявлять в организме человека любые виды наркотиков, психотропных веществ и алкоголя. Как аппарат облегчит диагностику, узнавали наши корреспонденты. Репортаж из Смоголанца. Биоматериал помещается в аппарат, а через некоторое время на экране все, что употреблял человек. По принципу действия газовый хроматограф разделяет вещества на составляющие. Система может определить более 700 лекарственных препаратов и около 1000 наркотических и психотропных веществ. В аппарат можно поместить одновременно 16 проб. В течение 2 недель приехал специалист, инженер, который собрал это оборудование. Все, чтобы соответствовало технике безопасности, и для аппарата работы на нем. Все собрано. Сейчас он обучает персонал по тому, как нужно пользоваться этим аппаратом. Наряду с обычно присутствующими, теми же жирными кислотами, стеринами, которые обязательно будут присутствовать в биологическом объекте, будут появляться в случае, если человек злоупотребляет, запрещенный препарат. В отличие от простых анализаторов, где достоверность так себе, здесь однозначно можно оценить наличие присутствия того или иного вещества. Пока все исследования пробные. В полном объеме хроматограф заработает в течение 1,5 месяцев. Сейчас персонал только обучается пользоваться оборудованием. Для того, чтобы окончательно освоить эту методику, наши специалисты должны будут выехать в Сочи в аналогичную лабораторию, и там уже поработать, наверное, недели 2-3 с данным оборудованием вместе с опытными специалистами, чтобы в дальнейшем уже здесь проводить эти исследования. Но мы всегда будем на связи со специалистами из Москвы, с коллегами из Сочи. Современный газовый хроматограф российского производства. Аппарат был закуплен Минздравом Абхазии за 10 миллионов рублей и доставлен в республику месяц назад. Наши заключения будут достоверными, мы сможем исследовать больше спектр наркотических веществ и психотропных, нежели те, которые мы раньше исследовали. То есть мы сейчас сможем уже выявлять такие таблетированные формы различных препаратов, которыми злоупотребляют люди. Мы можем даже выявить то вещество, которое не злоупотребляют, но человек просто принял его, и тоже можно будет его выявить в организме человека. Хроматограф – это современное точное оборудование, которое применяется во многих структурах. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Только что мы связались с министром здравоохранения Эдуардом Будба, который в настоящее время находится в Гудаутском ковид-госпитале. Смотрите видеовключение. Сегодня в условиях Гудаутского ковидного госпиталя произошел скачок электроэнергии, в результате чего были обесточены 2 палаты реанимационного блока, инфекционного отделения. Больным начато незамедлительно реанимационные мероприятия. К сожалению, после оказания реанимационных мероприятий, которые не увенчались успехом, пациент 57 года скончался. 3 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Также прибыли вместе с нами сотрудники Генеральной прокуратуры в лице заместителя генерального прокурора. Будет проводиться доследственная проверка. По предварительной информации, это произошло из-за скачка электроэнергии. И о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 12 августа, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Сегодня с ночи и к концу дня пройдут сильные ливневые дожди с грозой. Днем местами слабый дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 25-30. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.